Друзья мои, небольшая короткая новостная сводка, как у меня дела. Значит, столбы, которые ставил муж на ежевику, вот, были вот таким образом. То есть он их в чем-то там вымачивал, потом обматывал стрейч-пленкой, ну и ля-ля. Спустя, сейчас не скажу, сколько лет, они все равно сгнили, начали падать. Вот. И их нужно было убирать. Это поливные системы разложены, и это выкошенный, очищенный ежевичник. Также в ежевичнике было разложено вот столько кирпича и бетона. Сейчас я подойду, я через забор вам показываю, на участок не пойду. Вдали малинники там, тоже все почищено. Вот. Сейчас не могу принять решение, чем закрыть между кустами междурядку. Не знаю, получится приблизить. Вот начали подниматься после скашивания. Тут просто был покос диском, потому что то, что было, разгребать руками. Не знаю, сколько прицепов я вывезла на свалку. 11, по-моему, с ежевики, 11 прицепов, и с малины что-то приблизительно так же. Вот вдали малина, она тоже почищена. Вот плоховато видно, это ремы там, и на шпалерах летники. И там с той стороны еще дальше, но тут будет не видно. Вот. Был камень. Каждая плитка, по-моему, 23 килограмма весит. Вот. И кирпич. Здесь сетка открывается, и все будет вноситься. Надо вот тут еще докосить. В орехах косить. Косить без конца. Здесь вот покосили, а тут еще не кошено. Вот. И сейчас покажу то, что мне очень нравится, и чем я довольна. Вы, конечно же, помните этот участок в прошлом году, год назад, который я тут огораживала. Ой, весной в этом году. Сейчас. Ну, давай. Блин. Сейчас. Так. Как-то так. Весной в прошлом году этот участок я огораживала. Прежде у меня был здесь иридарий, который один из иридариев, который я удаляла здесь. Раньше мы с мужем сажали картошку, семечки, кукурузу, фасоль, тыквы. Ну, короче, все сажали. Вот, типа бахчи у нас здесь было. Это было не огорожено, у всех вот такие вот огороды. Это сейчас у меня тут уже всякие разные. Это подвои ерги, которые я, конечно же, со своей лапой не привила. Видите, Андрей Викторович разрешил мне вчера снять гипс. У меня пошла проблема вот с этим пальцем и вот с этим пальцем. Вот. Это непривитые подвои такие тут колосятся. И вот как у всех людей добрых, у нас была здесь, ну, был обычный огород. Я все это дело оградила. Мне заезжал человек, значит, здесь трактором раздела землю. И я понимала, что пойдет колючка, полыни, амброзия и же с ними. Поэтому сразу после этого я раскидала горчицу вместе с клевером Ревендел. Это не реклама. Вот. А то после отрезания пальца некоторые подумали, что реклама секатора какая-то отвратительная, как он хорошо режет, видимо. Вот. Здесь был один только покос Ревендела. Я абсолютно довольна заложением клевером. У меня здесь живут куры. Вот я пропиливала такой ласом. Вот, сейчас я пришла их закрывать. Ну, сейчас я чуть попозже закрою. Они уже сидят, не пятютюкают. Уже вечер. Тихо. Здесь я заложила молодой сад. У меня здесь яблони, черешни, облепиха, малина. Все, конечно, еще маленькое. Вот. Ну, ничего, поднимется. Время свое дело сделает. И здесь шелковица у меня на испытании, по-моему, 16 сортов шелковицы. Вот. И также я вам прежде показывала, что я пробовала залужать спорышем. И спорыш мне категорически не понравился. Скашивать клевер мы не будем до того, как он отцветет и вызреет семена, чтобы он здесь отсеялся, потому что он имеет свойство выпадать. И вот чтобы было возобновление, мы оставим и будем скашивать уже газонокосилкой, чтобы, ну, в режиме мульча.
чтобы все эти головки легли, но какой стоит утром запах, и как тут работает и гудит пчела, не передать. Я прихожу утром открывать кур, западаю здесь и любуюсь. Вечером, когда заходишь попозже, прелесть что такое? Как будто снегом припорошенный один единственный мой участок, тут на все участки, да, вот такой вот снежный, сказочный, волшебный, цветочный уголочек. Поэтому, друзья мои, если хотите залужить клевером Ривендел, это здорово и классно. Подавляет он колючку хорошо, другие сорняки подавляют хорошо, но в первый год посадки он очень долго поднимается, поэтому нужна покрывная культура. Я на тот год выбрала горчицу, и это было неплохо. Все, всех целую, всех обнимаю, всем пока-пока.